Здравствуйте, дорогие Оля и Маечка. Получил я ваше письмо сегодня, 10 июня, и сразу отвечаю. Да, Оля, великое горе постигло тебя. Потеря любимого Мурата. Я сознаюсь, Оля, поверь, что для меня в такой же степени тяжело до глубины души гибель Мурата, лучшего брата. Хотя не родной, но я считал его как кровного брата. Я его всегда слушал, и его советы, и всегда ходил и в трудных, и в веселых моментах только к Мурату. И он 21 августа 41 года в 14 часов оставил большое тяжелое пятно на моей душе пожизненно, не считая твоего горя. 21 августа он пал смертью храбрых героев с Анатолием Ивановичем Капустиным на их территории. Об этом я не мог тебе написать. Набраться смелости и написать, Оля. Я долго не верил в это, несмотря ни на что. Я ведь был с ним в одном строю. Притом я все ждал, что он должен вернуться домой. Но к великому несчастью оказалось, что наш дорогой Мурат погиб за дело народа, за родину, за великого Сталина. Оля, я не могу писать, у меня руки дрожат. Весьма тяжело переношу гибель Мурата. Дата 21 августа у меня записана в блокноте, который я ношу в кармане все время. И под числом дал клятву Мурату, что за Мурата буду мстить до конца своей жизни, не пощадя ни сил, ни самой жизни. За дорогого Мурата буду бить гитлеровских сволочей, громить их будем до полного их уничтожения. Оля, ведь ты на меня зря обижаешься. Я сразу же после смерти Мурата ушел с 72-го полка в другое направление. Оля, ты не думай, нет такого дня, чтобы я не вспоминал Мурата. Даже когда был в Меломорске у Маруськи, тогда мы сидели и целую ночь вспоминали о Мурате и о тебе, вели разговоры о твоем горе. Поверь, что если бы в моих силах было что-нибудь изменить, я бы для тебя и Мурата себя бы не пожалел.